С докладом по проекту решения о бюджете на 2013 год выступила исполняющая обязанности заместителя главы администрации города Великие Луки по вопросам экономического развития и финансовой политики Наталья Короткова. Она сообщила, что доходы бюджета на 2013 год больше первоначально утвержденного бюджета предыдущего года на 106,7 миллионов рублей. В процентном соотношении в общем объеме доходов собственные доходы занимают 69,9%, остальные поступления финансовой помощи из бюджетов других уровней 30,1%. Еще раз отмечу, что включенный на сегодняшний день в проект бюджета объем межбюджетных трансфертов не является окончательным и будет подвергнут корректировке в сторону увеличения в течение 2013 года, как это происходило на протяжении ряда последних лет. Что касается собственных доходов, все прогнозные суммы включены на основании прогнозов администраторов доходов, что полностью соответствует требованиям бюджетного законодательства. В представленном проекте собственные доходы спрогнозированы с ростом к первоначальному бюджету 2012 года на 13%. Наибольший рост заявлен налоговой инспекцией по налогу на доходы физических лиц, это плюсом 31 миллион рублей, земельному налогу плюсом 25,3 миллиона рублей. По доходам от реализации муниципального имущества планируется увеличение на 42,5 миллиона рублей. Как и в прежние годы, бюджет города сохраняет свою социальную направленность. Почти 70% всех расходов планируется направить на социальную сферу. Среди наиболее значимых позиций капитальных вложений в сфере образования – это благоустройство детских садов и территорий дошкольных отделений, укрепление материально-технической базы и ремонт помещений в рамках муниципальной целевой программы развития системы дошкольного образования, ремонтные работы в общеобразовательных и спортивных школах, софинансирование программы «Доступная среда». Продолжится реализация муниципальных целевых программ «Педагогические кадры», «Одаренные дети», обеспечение мер пожарной безопасности в образовательной сфере и многие другие. Запланированы в бюджете и средства на мероприятия в области молодежной политики, физкультуры и спорта. Предусмотрено выделение средств в сфере культуры, как на функционирование учреждений культуры, так и на ремонтные работы. Что касается жилищно-коммунального хозяйства, то в бюджете 2013 года на дальнейшую модернизацию ЖКХ города запланировано свыше 228 миллионов рублей. Предусмотрены средства на ремонт дорог, организацию уличного освещения, озеленение благоустройства, на реконструкцию летней эстрады. По программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры в бюджете заложены средства на капремонт жилищного фонда и ремонт фасадов, программу «Безопасный пешеходный переход» и другие важные мероприятия. В завершении своего выступления Наталья Короткова напомнила, что ежегодно городской бюджет утверждается с 10% дефицитом, что соответствует требованиям бюджетного законодательства. Следует отметить, что обсуждение главного финансового документа города до этого также прошло на публичных слушаниях, комиссиях и заседаниях Великолукской городской думы, утвердившей основные характеристики бюджета в первом чтении, а также двух заседаниях согласительной комиссии по бюджету. Разработка проекта бюджета проходила на основе прогноза основных показателей социально-экономического развития города. При этом учитывались оценка налоговой базы текущего и планового периода и уровень администрирования. А в итогах выполнения работ по ремонту дорог и дворовых территорий в рамках муниципальных целевых программ в 2012 году и плане работ на 2013 год сообщил начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города Александр Виноградов. Депутатами Великолукской городской думы была проведена работа с населением, по наказам избирателей были внесены корректировки в программы. В 2012 году на ремонт дворовых территорий было выделено из средств местного бюджета 16 миллионов 691 тысяча рублей. Из средств областных субсидий 7 миллионов 497 717 рублей. Общая площадь отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий за 2012 год составила 39 637 квадратных метров. В 2012 году программа «Благоустроенный двор» 2010-2012 была успешно завершена. Для продолжения работы в данном направлении разработана и принята новая долгосрочная целевая программа «Благоустроенный двор 2013-2015 годы», в которой учтены предложения депутатов Великолукской городской думы, обращения жителей города и техническое состояние дворовых территорий. С информацией об основных направлениях деятельности учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры города выступила председатель Комитета культуры администрации города Валентина Зандер. Также были рассмотрены и утверждены тарифы на дополнительные платные услуги этих учреждений. С тем, как внедряются федеральные государственные образовательные стандарты в школах города, депутаты познакомил начальник управления образования Татьяна Лазницкая. Она еще раз отметила, что общее образование было и останется обязательным и бесплатным, а введение новых стандартов отразится на качестве образования только положительным образом. На заседании, кроме ряда организационных вопросов, еще был утвержден план работы городской думы на первый квартал 2013 года.